За годы своей работы Россотрудничество внесло неоценимый вклад во многие сферы жизни республики, в частности, в поддержку образовательной деятельности. Действуя под патронажем посольства Российской Федерации, данная организация регулярно проводит благотворительные мероприятия. Россотрудничество организует лекции, выставки, проводит консультации для молодежи, поступающей в российские вузы. Чтобы отметить 15-летний юбилей деятельности Русского дома в Абхазии, 11 декабря на сцене Государственной филармонии выступили ансамбли и исполнители обоих дружеских государств. Перед началом выступления руководитель администрации президента Абисалам Кварча зачитал поздравления исполняющего обязанности президента Абхазии Бадры Гунба. Позвольте поздравить вас и ваших коллег с 15-летием деятельности представительства Россотрудничества в Республике Абхазия. Абхазо-российские отношения, основанные на прочных исторических и культурных связях, успешно развиваются благодаря совместным усилиям. Представительство Россотрудничества играет важную роль в этом процессе, содействуя реализации значимых проектов в сфере образования, культуры и молодежного сотрудничества. От всей души поздравляю зрителей и участников организованного по инициативе Русского дома первого гала-концерта российско-абхазской дружбы. Отрадно, что в нем принимают участие лучшие современные творческие коллективы. Их искусство весьма востребовано как в России, так и в Абхазии. В этом году Русский дом Абхазии отмечает свое 15-летие. Мы надеемся на то, что с момента открытия в декабре 2009 года он стал мостом межкультурной коммуникации наших народов, вносит посильный вклад в дальнейшее укрепление двустороннего культурно-гуманитарного диалога. Достижение Русского дома отметил Михаил Шургалин, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в республике. Окончанием вступительной части мероприятия стало вручение награды «Горячее сердце». Эта гражданская инициатива, носящая международный характер с 2020 года, призвана поощрить молодых людей до 23 лет, проявляющих инициативу в помощи тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. В этом году ее лауреатом от Абхазии стал Гоча Хухо, уроженец села Члол. 16-летний юноша был награжден знаком отличия за помощь, оказанную однокласснику. В ходе культурной части гала-концерта на сцене Абхазской государственной филармонии выступили ансамбли и сольные исполнители из России и Абхазии. Детский хореографический ансамбль «Абаза», ансамбль русской песни «Бабкины внуки», заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мукба, а также ансамбль народной песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш. Специальным гостем мероприятия стал солист группы «Братья Гримм» Константин Гримм. Первый гала-концерт российско-абхазской дружбы собрал полный зал благодарной публики. Представители обеих стран уверены, что плодотворное сотрудничество продолжится и в будущем. Нестор Рынопшба, Сандра Ботия, Абаза ТВ. Страны.